Акция «Напиши письмо ветерану» проходит по всему Кыргызстану. В ней задействовано 4000 сотрудников Кыргызпочта-Сы. Написать письмо можно в любом отделении связи. Всего их по республике 872. Написать письмо можно как заранее, так и здесь же, в самом отделении связи. И здесь же можно приобрести тематическую открытку. Единственная проблема, я не знаю, какому ветерану писать. У меня же нет адресов. Здравствуйте, вы мне не поможете в этом? Могу. Возьмите, пожалуйста, по всей республике список. Здесь есть списки ветеранов по всей республике, имена, фамилии и адреса, и, что самое важное, почтовые индексы. Осталось только выбрать, кому же мы будем писать письмо. Пожалуй, я определилась с выбором. Буду писать Бондареву Ивану Константиновичу. Он живет в селе Новониколаевка. Мне, пожалуйста, открытку и конверт. Сколько это будет стоить? Какой вам дать? Выберите или просто открытку? Давайте такую. Сколько? Это 16 сомов, вот это 9,82. Почтовый индекс, который, где вы живете, желательно, потому что может быть, участник, инвалид войны хочет вам обратно что-то хорошее написать. Здравствуйте, Иван Константинович. Пишет вам корреспондент телеканала «Апрель» Юлия Кулешова. Вы меня, скорее всего, не знаете. Да и я, к сожалению, не знакома с вами лично. Но ведь это не так уж и важно, правда? Важно то, что благодаря вам и вашим товарищам, сражавшимся на фронтах войны, благодаря труженикам тыла, благодаря многим и многим, я сегодня вообще могу писать вам письмо. Могу жить, дышать, работать, растить детей. Спасибо вам огромное за вашу смелость, отвагу, силу духа. Спасибо за все, что вы и ваши товарищи сделали для того, чтобы отстоять жизнь, победив смерть в лице фашистской Германии и ее союзников. Спасибо вам и с праздником, с Днем Победы! Вот и все. Мое письмо должно дойти до адресата в течение 3-4 дней. Ну а сама акция продлится до 24 мая. То есть вплоть до этого дня каждый может написать свое письмо ветерану. Юлия Кулешова, Кубанычбек Мамытов, телеканал «Апрель».